Детский хореографический ансамбль «Зилахар» при средней школе номер 1 города Цхинвал стал победителем юбилейного 10-го международного хореографического конкурса во власти терпсихоры. Мероприятие проходило 27 февраля в Ростове-на-Дону. Конкуренцию нашим юным танцорам составили танцевальные коллективы из разных регионов Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. В конкурсной программе было представлено несколько номинаций: классический, народный, эстрадный танец, белли-данс, стрит-данс, современная хореография, бально-спортивный, детский танец. Наши конкурсанты выступили в номинации «Кавказский танец». Наши дети за первый раз, за свой первый выезд полностью справились на 5 с плюсом, потому что мы привезли первое место. Там было свыше 80 коллективов, а номеров было до 150. И конкуренция была очень-очень большой. И то, что касается наших детей, они не сломались. Они выдержали эмоциональную нагрузку, и они просто сделали то, что от них требовалось. И это первая поездка. И это уже большой успех и первое место. Культурное мероприятие проходило в рамках международного конкурса дарований и талантов под общим названием «Времена года». Организатор – Международный культурный центр «Будущее дети». Жюри конкурса возглавила советский и российский хореограф и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сигалова. Они становятся более уверенными, потому что они уже что-то видели, у них есть опыт, они что-то вместе пережили, они сплотились. И это не может не радовать. Для меня лично это самые радостные моменты этой поездки, потому что дети получили опыт самостоятельной и ответственной жизни. Мы поехали на место, где мы будем выступать, заранее. Мы были единственными, кто это сделал. Привели за день детей, мы сняли в аренду зал сами. И прорепетировали на сцене, чтобы для детей это было уже не что-то новое, а что-то уже знакомое. По словам художественных руководителей ансамбля, подобного рода фестивали являются хорошей возможностью для каждого творческого коллектива. Фестиваль во власти терпсихоры ежегодно собирает около 1000 детей всех возрастов. По словам художественных руководителей ансамбля, подобного рода фестивали являются хорошей возможностью для каждого творческого коллектива. Фестиваль во власти терпсихоры ежегодно собирает около 1000 детей всех возрастов со всех уголков России и стран СНГ. Что касается участников коллектива «Зилахар», как отмечают руководители ансамбля, они, безусловно, оставили хорошее впечатление у организаторов конкурса. Впечатление больше, то смотрите, мы не только выиграли первое место, они подарили нам участие бесплатное на конкурсе в начале следующего года в Крыму, в Ялте. И это тоже о чем-то говорит. Это большая награда, я думаю. Хорошие впечатления и эмоции от выступления на конкурсе остались и у юных участников ансамбля. Помимо участия в конкурсе, югостинским ребятам провели экскурсии. Мне очень сильно также понравилось в нашей поездке то, что мы всплотились, мы стали как семья, можно сказать. Если некоторые не дружили, сейчас мы стали как брат и сестра, все очень хорошо подружились друг с другом. Мы стали лучше себя друг друга понимать. Когда мы были на выступлении, мы увидели очень много танцев. Там были донские казаки, там были с Владикавказа, со всех городов России. Из наших 3 танцев мне больше всех понравился горский. Наши мальчики очень показывали свои эмоции. Все они были очень радостные, шли к победе. С костюмами коллективу «Зилахар» помогли их коллеги из лицея искусств и 2-й средней школы. Финансовую поддержку в организации поездки коллективу оказал глава государства. Помощь оказали и родители детей. Поддержку оказало и Министерство образования. За 3 года работы коллектив уже несколько раз занимал победные места в международных конкурсах. Ансамбль «Зилахар» стал лауреатом 1-й степени международного музыкального конкурса «Зимняя фантазия», который проходил в онлайн-формате в Стокгольме, а ранее обладателем гран-при 24-го международного конкурса дарований и талантов «Времена года», проходившим в таком же формате в Турции.
Эльвира Тибилова, Арсен Гасев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.